ЧП произошло здесь, на так называемом перекрестке Яндери. По предварительной версии, женщина вышла на остановке и пыталась перейти дорогу на этом месте. В этот момент ее сбила машина. Женщина скончалась до приезда скорой. Сейчас на месте работают правоохранители. Следы от крови еще не успели остыть. Водитель, сбивший 72-летнюю женщину, тут на месте ЧП. У него стресс. Мужчине не до интервью. Но все же он рассказал, что бабушка резко выбежала на дорогу, и, несмотря на все усилия, затормозить вовремя не получилось. Правда, у сотрудников ГИБДД есть уже предварительные версии случившегося. Что у водителя был тормозной путь около 60 метров. Будет выясняться, конечно же, насколько была превышена скорость у водителя. Это все будет уточняться, и в дальнейшем мы будем это публиковать для того, чтобы это было наглядным. К сожалению, очень печальным таким фактом, то, что, пренебрегая своей безопасностью, к сожалению, пешеходы также появляются на проезжей части неожиданно для водителей, и водители, не ожидая пешехода, к сожалению, совершают наезды. На участке федеральной трассы рядом с Яндери отсутствует пешеходный переход. Единственное, где можно перейти дорогу на свой страх и риск, место рядом с остановкой, где пожилая женщина и пыталась это сделать. Также на месте ЧП, кроме знака для остановки общественного транспорта, нет никаких указателей, предупреждающих о пешеходном переходе. В Ингушетии увеличились ДТП с наездом на пешеходов только с начала этого месяца. Это уже 5-й инцидент с 2 летальными исходами. К сожалению, в качестве пешеходов также пострадал у нас ребенок. Конечно же, есть причины, когда сам пешеход виноват, когда переходит проезжую часть. Есть, конечно же, соблюдение установленного скоростного режима водителей. То есть водители даже не уступают пешеходам на пешеходных переходах. Хотелось бы, чтобы все жители строго соблюдали правила, берегли себя и близких. Сотрудники ГИБДД просят жителей и автомобилистов быть бдительными. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.